можем вести переговоры с русскими, мы должны вести переговоры с русскими, но то, что они предложили, конечно, это было выписано специально так, чтобы это было категорически неприемлемо. Более того, я уверен, что когда эту ноту почитают те же наши там, немецкие, французские, американские партнеры, они тоже поймут всю как бы, циничность русского хода. Потому что там речь шла не о возвращении моряков, конечно. А признании Крыма? Конечно, да. То есть там в этом вот цинизм. Почему с русскими сложно? Потому что для них люди это карты. Как бы тут кинули на стол карты, там кинули на стол карты. Для них моряки это просто карты на столе. Ничего там гуманитарного нет. И их цель этой ноты, конечно, была сломать юридическую логику и аргументацию Украины в международных судах. Не только по делу моряков. Потому что если бы мы согласились, то оно бы сразу веером потом пошло по другим нашим процессам. И мы бы теоретически могли получить моряков, но практически мы бы разрушили свою позицию по Крыму юридическую. Почему я говорю теоретически? Потому что, смотри, там в ноте было написано, что мы должны письменно гарантировать, что моряки будут ездить на судебный процесс. Куда? В Крым. А что мешает русскому судье в любой момент повторно принять решение о задержании, об аресте моряка, который приехал? И русские скажут, ну а что? Ну, видите, он приехал. Судья так решил. Судья решил, мы же тут не влияем на судей. То есть, ну, как бы, ну, я даже не хочу это комментировать, это чистый развод. Но тогда из-за чего весь сыр-бор, если, в принципе, это такая, вот, это же Курт Волкер назвал ловушкой, да, не только наши политики внутри Украины. Курт Волкер сказал, что это была ловушка, вот это. То есть, по сути дела, моряков в реальности никто возвращать не хочет. И ловушка, вот как описанная тобой, она понятна в чем, юридическая. Вы признаете юрисдикцию России в Крыму. То есть получается, что все это одна большая, извините такое выражение, разводка, и в принципе никто никаких моряков возвращать не собирался. Как ты думаешь? Да, я думаю, не собирался. Я думаю, что, смотри, Путин был на вот этой группе 20, и он вышел, и вдруг ни с того ни с сего говорит, что да, я тут общался с Трампом, и Трамп одним из приоритетов разговора сделал судьбу моряков. Как бы, но там все очень сложно, мы еще решаем, нам нужно посмотреть. Ну, то есть, как бы, ребята, если вы, это же меньше, еще неделя не прошла с этого момента. Если вы меньше недели тому были готовы их реально отдавать, то чего вы там сейчас разыгрываете сцену, как все сложно, и что нету решения по морякам, и что надо заниматься, и нужно работать, и все в таком ключе. То есть, нет, не было у них намерения отдавать моряков. А что Путин, вот по-твоему, предположительно хотел бы получить в обмен на освобождение или обмен моряков? И у русских есть очень хорошая черта, которую нам нужно научиться тоже. Это создавать искусственно инструменты торгов, инструменты для торга. Я не говорю о том брать заложников, я говорю о том, чтобы просто искусственно создавать инструменты для торга и потом успешно ими торговаться. Я думаю, что нет ответа на вопрос, что хотел бы Путин. Он оппортунист в хорошем смысле этого слова. Он видит возможность, и он соизмеряет. Удастся продать там моряков втридорого, продадут втридорого. Вдвойне дорого, продадут вдвойне дорого. Если поймут, что только по себестоимости, продадут по себестоимости. Надо будет со скидкой, сдадут со скидкой. В этом же цинизм. То есть, что люди это карты, люди это товары, это не какие-то как бы судьбы человеческие, которыми они играют. Поэтому мне сложно сказать, что именно они хотят взамен, потому что они ситуативно решают, что можно за это получить. И, конечно, пытаются получить как можно больше.